Сегодня день космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» вышел в космическое пространство. С праздником россиян со станции МКС поздравили космонавты Роскосмоса. Как обстоит ситуация с вывозом мусора в Южной Якутии? Какие мероприятия будут организованы, чтобы избавиться от накопившихся отходов? Спасатели Якутии готовятся к предстоящему паводку. Сегодня начались учения службы спасения. Прямое включение с места событий в этом выпуске. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Сегодня день космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и вышел в космическое пространство. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Королев. Полет длился 108 минут. При этом велась стенограмма переговоров Гагарина с Землей. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин обратились со станции МКС к согражданам с видеопоздравлением в честь Дня космонавтики. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин приветствуют вас с борта Международной космической станции. Сегодня исполняется ровно 58 лет с того дня, когда ракета-носитель «Восток» впервые доставила Юрия Алексеевича Гагарина на орбиту Земли, открыв нам космические горизонты. Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми. Научный и технический задел, созданный ими, дал мощный импульс для развития мировой космонавтики. Сегодня перед нами стоит ответственная задача со всем опытом, с которым мы получили и переняли у первых, сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены, все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья! С Днем космонавтики! К другим темам. На ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях грузоподъемность снижена до 10 тонн. Об этом нашему телеканалу сообщили в управлении дороги Вилюй. Также ограничение массы проезжающего транспорта до 10 тонн введено на ледовых переправах федеральной автомобильной дороги Вилюй. Это на участках Верхневилюйска, сел Жархан, Кюндяди и Крестях. На ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях в местности Дыркылах уже установлен дорожный знак, указывающий ограничение движения автомобилей весом свыше 10 тонн. Но несмотря на это, водители большегрузов все равно продолжают беспрепятственно ездить по тонкому льду. В этом году запланировано закрытие автодельников по автомобильной дороге Вилюй с 16 апреля. На автомобильной дороге Колыма, именно на переправе Нижний Бестях-Якутск, 15 апреля. И на автомобильной дороге Колыма на переправе Мегналдан-Хандыга 16 апреля. Проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, которая не терпит отлагательств. Ежедневно люди производят тонны мусора, и в апреле после зимы его вывозят как никогда много. На связи из Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, приветствую. Расскажите, какие мероприятия будут организованы на территории Южной Якутии, чтобы избавиться от накопившегося мусора? Да, Анастасия, мусора везде за зиму накопилось очень много, и поэтому в Нерюнгри уже со следующей недели объявляется двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. Сейчас мы находимся на улице Строителей, где ранее находились аварийные деревянные дома. Здесь организовалась стихийная свалка. Местные власти просят всех жителей, которые увидят факт выброса сюда мусора, постараться это заснять и обратиться в городскую администрацию. Анонимность гарантируется. А в целом, со следующей недели каждая пятница будет считаться днем уборки города и днем посадки деревьев. За предприятиями, организациями и учреждениями закрепляются городские территории. Также призывают всех нерюнгринцев принять участие в уборках. Общий субботник – это хороший повод мобилизовать все силы. Ведь только вместе дружно нужно бороться с мусором. И пусть все видят, что было и как стало именно благодаря нам. Анастасия. Екатерина, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией из Нерюнгри была наш корреспондент Екатерина Павлова.
Более 1500 вакантных рабочих мест представили крупные промышленные компании Якутии в центре занятости столицы. Специалисты кадровых служб компаний «Колмар», «Якутуголь», «Полюс Алдан», «Алроса» и другие провели предварительное собеседование с соискателями. Также они отобрали граждан для прохождения профессионального обучения для дальнейшего трудоустройства в промышленную отрасль. 9 и 10 апреля ярмарки вакансий проводили в селах Бердигистях, Барагонцы, Чурапча, Итык-Кёль, Намцы и в поселке Нижний Бестях. По итогам работы предварительно трудоустроено более 370 граждан. Конечно же, очень радостно то, что 11 предприятий от стола к столу, прямо переходя в одном здании, они могут попасть к работодателю и получить свои консультации. Да? То есть, значит, вот в каких условиях он будет работать, какая оплата труда, какие есть вакансии. Если он на сегодня только закончил учебное заведение, да, то опять-таки может быть, что надо сделать, да, если у него не хватает каких-то навыков. Перевод в поликультурном языковом пространстве. Потенциал и перспективы. В Якутске проходит Всероссийская научная конференция. Мероприятие приурочено к Международному году языков коренных народов и 25-летию кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода. В конференции принимают участие ученые Санкт-Петербурга, Твери, Бурятии и Республики Тыва. Участники обсуждают теоретические вопросы перевода на языки народов России, внутригосударственный перевод в официально-деловой сфере, а также вопросы художественного перевода и терминология. Нужно понять, что каждый двуязычный человек, билингв, не может быть хорошим переводчиком. То есть ремесло переводчика, специальность переводчика специально надо учить, как правильно переводить. И для этого нужны быть вот такие вузовские программы, программы дополнительного образования, программы повышения квалификации переводчиков и так далее. Ну и, конечно, нужна среда для этого перевода. То есть русский и якутский язык нашей республики, например, да, должны функционировать сбалансированно. И, конечно же, должна быть поддержка со стороны государства. 8 семей Алданского района скоро покинут северный уголок. Они получили сертификаты на приобретение жилья на территории России. Господдержку оказывают отдельным категориям граждан. Куда поедут северяне и почему решились на перемены, в сюжете Татьяны Бахниной. Вещей в комнате семейного общежития Василия и Валентины Дунаевских минимальное количество. Смысла приобретать мебель и технику нет. Скоро супруги покинут северный уголок. Они собираются переезжать в город Дмитров Московской области. Ну, хочется теплее, немножко там фрукты покушать, одно другое, все свежее. Квартиру в Дмитрове супруги пока не приобрели. Валентина Тимофеевна скоро поедет в Подмосковье и займется поисками жилья. Дунаевские – одна из 8 семей, получивших в этом году сертификаты на приобретение жилплощади на территории России. На поддержку по переселению из северных районов в рамках федерального закона могут рассчитывать инвалиды и пенсионеры. Мы реализуем федеральные полномочия в данной части по программе «Доступное жилье и коммунальные услуги гражданам Российской Федерации». И количество выданных сертификатов зависит от того, сколько федеральных средств предусмотрено в данном году. Кто-то хочет жить на берегу Черного моря, кто-то выбирает Сибирь-матушку. Ежегодно сертификаты на приобретение жилья получают несколько алданских семей, а в реестре на переселение числятся порядка 300 человек. Получают субсидию в зависимости от количества членов семей и того региона, где они хотели бы приобрести жилье. При этом собственное жилье они должны сдать в муниципалитет. О законе, согласно которому отдельные категории граждан могут рассчитывать на приобретение жилья на территории России, Валентина Тимофеевна узнала случайно, разговорившись с приятельницей в очереди. Узнав подробнее о данной программе, супруги подали документы в администрацию района. Сертификат они получили спустя 5 лет. Намерение уехать супруги подтверждали ежегодно. Жалко, конечно, сколько лет тут, сколько нас, 35 лет, что ли, уже здесь, в Алдане. Жалко, но что делать? Все уже надоело, говорит, это зима, не могу уже. Свое жилье в Алдане Валентина Тимофеевна и Василий Семенович отдали муниципалитету. Расчетная стоимость квадратного метра по сертификату составляет 43 тысячи рублей. И супруги Дунаевские смогут приобрести квартиру площадью в 42 квадрата. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Спасатели Якутии готовятся к предстоящему паводку. Сегодня начались учения службы спасения. Отрабатывают навыки спуска с вертолета без парашюта и работу водолазов. На месте находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Она на прямой связи со студией. Саргалана, добрый день. Что сейчас происходит на учениях? Да, Анастасия, здравствуй. Мы сейчас находимся на реке. Здесь отрабатывают погружение водолаза. И как мы видим, прямо сейчас из воды вытащили, помогли выйти водолазу, который пробыл там порядка где-то 20 минут. По нормативам под водой они должны находиться где-то час и отрабатывать движение. Это движение вперед, в стороны и назад. Всего в учениях здесь принимают участие 13 водолазов. А ранее мы побывали на вертолетной площадке, там принимали участие 40 спасателей, там отрабатывались беспарашютные спуски с вертолета с высоты 30, 40 и 70 метров. Вообще, если говорить об учениях, то они начались еще 4 дня тому назад и завершатся уже завтра. В них принимают участие больше 50 человек из 5 районов республики. Это подготовка к весеннему половодью. Анастасия, на эту минуту у меня пока все. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Захарова. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.